состоялась рабочая встреча президента страны Владимира Путина с главой Ингушетии. Махмуд Али Калиматов рассказал президенту о социально-экономическом развитии республики. На встрече обсуждались вопросы, требующие поддержки на федеральном уровне. Важным моментом стало обсуждение строительства новой многопрофильной больницы. Также глава обозначил значимость строительства завода по производству локальных очистных систем, что особенно актуально для частного сектора. Президент подчеркнул важность строительства в регионе объектов образования и здравоохранения. На встрече с президентом России Владимиром Путиным глава Ингушетии Махмуд Али Калиматов доложил о проводимой властями региона работе по улучшению качества жизни. Президент отметил, что Ингушетия демонстрирует одни из лучших показателей по продолжительности жизни и росту населения. В частности, благодаря закону о социальных выплатах 45 801 семья в Ингушетии получила поддержку. В рамках национальных проектов и федеральных программ за последние 5 лет в республике построили 37 школ на 22 950 мест и 49 детских садов на 9,5 тысяч мест, создав более 7 тысяч рабочих мест. В 2024 году планируется открытие еще 5 школ и детского сада. Также ведется активная работа над модернизацией школьного образования. Уже отремонтировано 29 школ. В этом году ремонт продолжается в 6 учебных заведениях, а еще 5 школ планируется отремонтировать в 2025 году. Глава Ингушетии Махмуд Али Калиматов доложил о росте промышленного производства в регионе на встрече с президентом страны Владимиром Путиным. Индекс промышленного производства достиг 117,1%. Это 4-й результат в России. Глава отметил, что благодаря росту промышленности удалось увеличить налоговые поступления и снизить дотационность бюджета с 44 до 42%, а также повысить доходы консолидированного бюджета до 9 миллиардов 200 миллионов рублей. На встрече также обсуждались инвестиционные проекты, включая строительство завода по переработке сжиженного газа и производство бытовой химии, что создаст около 90 рабочих мест. Минфин подготовил и внес в правительство законопроект об изменениях в налоговой системе. Предлагаются пятиступенчатая шкала НДФЛ, рост налога на прибыль до 25%, вменение НДС части бизнеса на упрощенки и амнистия на дробление. Как и анонсировалось, он затронет основные виды прямых налогов: налог на доходы физических лиц, налог на прибыль организации, а также налог на добычу полезных ископаемых и упрощенную систему налогообложения. Предполагается, что нововведения будут приняты Госдумой в текущую весеннюю сессию, которая продлится до 5 августа и вступит в силу 1 января 2025 года. Ранее свои рекомендации по прогрессии НДФЛ предлагала Госдума. Мошенники используют новую схему для принуждения граждан взять кредит, переписываются с жертвами по почте, используя узнаваемые логотипы, направляют предзаполненные заявки на получение кредитов, рассказала эксперт проекта Народного фронта за права заемщиков Алла Харпунова. Специалист посоветовала не сообщать никому коды из СМС, а также она напомнила, что сервис госуслуг будет проводить работы в связи с признаками компрометации аккаунта только в случае обращения владельца аккаунта, а Центральный банк не работает в инициативном порядке с физическими лицами даже в исключительных случаях. Коммуникация с учреждением выстраивается только в ответ на поступившее обращение. В Госдуме предложили снизить ответственность застройщиков перед покупателями за ненадлежащее качество квартир в новостройках. Сейчас законодательно установлена двойная ответственность застройщика в случае нарушения требований потребителя. Неустойка уплачивается с учетом 2 законов: об участии в долевом строительстве и о защите прав потребителей. По мнению авторов документа, предлагаемые изменения не повлекут неоправданного снижения установленных федеральным законом 214 гарантий прав и законных интересов участников долевого строительства. Министерство природных ресурсов и экологии республики утвердило комплексную программу профилактики нарушений лесного законодательства на текущий год. Она предусматривает проведение различных мероприятий для предупреждения возможных нарушений, связанных с незаконной вырубкой леса, нарушением правил пожарной безопасности и иными вопросами, касающимися охраны лесов. Реализация программы позволит значительно снизить риски нарушений в лесной сфере и повысить уровень бережного отношения к лесам, расположенным на территории региона. В Малгобекском районе республики 29 и 30 мая ожидается пожарная опасность 4 класса, сообщили в пресс-службе МЧС по региону. В ведомстве напомнили, что при высокой пожарной опасности запрещено разводить костры в лесу или на приусадебном участке, поскольку искры или продвижение даже небольшого огонька по подстилке легко могут вызвать возгорание. Жителей призывают быть внимательными и осторожными.